Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня мы будем говорить как и о внутренних делах, так и о внешних. И сегодня у нас в гостях наш постоянный политический эксперт Астамур Таня. Астамур, добрый день. Начну все-таки вот с того конфликта, который вот находится в самом разгаре. Понятно, что он касается вот противодействия власти и оппозиции, потом по поводу и уголовного дела, и по поводу паспортов. Но как все-таки при этом даже с теми оппозиционерами, с которыми я говорю, и которые там вот как бы эту тему активно понимают, они понимают все-таки, что нужно найти какой-то определенный компромисс и как-то успокоить ситуацию. Вот как тебе видится вот развитие этого конфликта вот в таком более позитивном варианте? Есть очень простая формула. Когда не знаешь, как поступить, поступай по закону. Вот. Если мы говорим о том, что мы независимое, суверенное государство, у этого государства есть соответствующие органы власти, правоохранительные структуры. И мне кажется, нужно идти по законной процедуре. Поскольку дело находится в суде, и мне кажется, вообще все заинтересованы в повышении легитимности и упрочении этих вообще институтов, вот, и в том числе и суда. Вот, заранее зачем предугадывать, справедливый суд, несправедливый, я читаю разные заявления. Вот. Суд же всегда, это же у нас публичный, там можно и трибуну использовать, свои аргументы высказать по поводу всех обстоятельств этого дела. Вот. И мне кажется, что это единственный выход. Потому что если мы все-таки будем в рамках уличной культуры решать эти вопросы, до добра это не доведет. Вот. У нас, мы знаем, и само по себе общество уязвимое, и контекст очень тяжелый. Вот. Поэтому я другого варианта я не вижу, который привел бы нас к тем результатам, на которые мы рассчитываем. Мы, наверное, рассчитываем на то, что мы из этой ситуации выйдем не в полуразрушенном состоянии, а в более прочно стоящими на каких-то законных основаниях. Потому что государство, оно базируется на законе. Вот мне кажется, что только это. Но, с другой стороны, сама история, в силу того, что она уже несколько месяцев разворачивается, она достаточно такая стала слишком звонкой. И, соответственно, любое действие, оно так или иначе будет по-разному трактоваться, и с большой трибуны оно будет трактоваться. И я вот слушал президента интервью, где он как бы призывал о том, чтобы не политизировать это дело, но мне кажется, оно изначально было политизировано, если бы вовремя вот то, о чем ты говорил, закон сработал бы, наверное, собственно, вот этого самого дела и не было бы. Но мы же не в первый раз эту проблему обсуждаем. Мы об этом говорили, что была запаздывающая реакция властей. Мы это обсуждали. Но я вот в этом контексте, вот не только вот самого уголовного дела, но вот и как бы выхода из этой ситуации. С другой стороны, у нас, знаешь, все-таки история такая, что никогда ни по какому делу у нас нет людей, которые допустили ошибку. То есть чей это просчет, да? То есть в этом плане. Я вот смотрю вот этот момент, который связан с выдачей российских внутренних паспортов на территории Абхазии, а точнее говоря, вот в отделениях
Министерством внутренних дел. Да? Но, собственно говоря, да, есть потребность большая у людей, вот, которые, особенности людей пенсионного возраста, которые никуда не выезжают, вот, им каждые 5 лет менять там паспорта, там, ждать там, и так далее, платить деньги. То есть за получение этого документа, конечно, проще получить этот внутренний паспорт один раз и уже как бы до конца дней своих, собственно говоря, не менять этот паспорт. Да? Проще. Но с другой стороны, вот вроде бы есть договоренность на высшем уровне, но вот дальше все-таки эти структуры должны были сработать, наверное. Да? Вот что нужно для того, чтобы вот это все легитимизировать? И каким-то образом, как это легитимизировать? Это должны были, наверное, исполнительная власть там, как бы свое видение там, представить парламенту. Парламент там уже дальше принимал бы решение. Но вот... Ну, понимаешь, эмоций в нашей политике всегда много, и это хорошо, потому что иначе неэмоциональная политика, она подобна холодной мамалыге. Вот. И вообще важно, чтобы шла общественная дискуссия, взгляды сталкивались и так далее и тому подобное. Но мне кажется, мы все-таки существуем не в изолированном пространстве каком-то, да. И если бы, допустим, Абхазия была в таком же положении, как другие постсоветские республики, которые имеют полномасштабное признание, это одно положение дел. Другое, многие процессы, которые у нас проистекают, они связаны с тем, что у нас единственная связь с внешним миром, источник безопасности и так далее, это Российская Федерация. Ну, де-факто мы, наверное, нас трудно назвать равноправным государством с Россией, правильно? Вот. Де-факто мы протекторат. Вот. И, соответственно, и это отчасти и наша вина, что многие вопросы мы десятилетиями, годами самостоятельно не решаем. Не хотим. Ну, перекладываем то, что мы должны были сделать, эту ответственность на чужие плечи. На плечи дружественного государства. Но это мы не должны забывать, это другое государство. Вот, ну, наверное, надо определиться тогда с фронтом тех работ, которые мы сами можем делать. Ну, нельзя же так вот все время выдвигать какие-то претензии, но в то же время не избегать самим какой-то ответственности. Вот мне кажется, вот сейчас называют это кризисом, я, честно говоря, вот эти все эпизоды кризисом никаким не считаю. Мы живем в состоянии перманентного кризиса уже давно. Он порожден как раз тем, что мы заявляем одни требования, одни желания, но для их реализации мы очень мало делаем. Ну, жизнь вокруг нас развивается. И внутри Абхазии тоже жизнь развивается. Экономические процессы развиваются. Это же ты в таком статичном состоянии долго не сможешь находиться. Надо определиться со своей программой. Вот мы говорим, что мы суверенное государство. Вот в чем наш фронт ответственности? Да, мы тесно связаны с Россией, в сфере ее интересов безопасности находимся, в рублевой зоне находимся и так далее и тому подобное. То есть у нас особые отношения. Вот. Как я описал выше, мы находимся под покровительством России. Вот. Ну, в рамках этого тоже же можно что-то делать. Иначе мы все время будем сталкиваться, вот это нельзя, тогда вообще ничего не будет. Вот. Тогда давайте сами будем делать. Ну, вот я, например, слышал, там справедливо ставится вопрос, у нас же есть договорная база с Россией, по поводу признания наших документов. Надо же этим вопросом заниматься. Когда в России соответствующие решения принимались, они не направлены были против Абхазии, они распространяются на все соседние с Россией государства. Вот, по тем же водительским удостоверениям, по всему прочему.
Ну, наверное, надо было этот вопрос ставить, или его не поздно ставить, можно работать над этим вопросом, не превращая это в какую-то свару. Мы не в такой ситуации, чтобы мы устраивали эту свару, потому что ее по-другому, по-разному могут интерпретировать. Вот, это надо иметь в виду всегда. Вот. Мы привыкли, чтобы на протяжении последних 25 лет к Абхазии такое благожелательное отношение со стороны России. Оно сохраняется. Но я хочу напомнить, что всегда в любом крупном государстве есть разные игроки, есть разные политические взгляды на регион и так далее. Нам, кстати, вот в 90-е годы приходилось все время лавировать. Даже вот между этими Сциллой и Харибдой российской же политики, не только международной. Потому что были друзья, а были те, которые не очень, кстати, симпатизировали Абхазии. Вот. А твоя задача, как маленького государства, это сделать так, чтобы работала линия твоих друзей. Чтобы другие варианты какие-то не задействовались. Вот это надо учитывать, вот, свое фактическое положение. Естественно, если мы говорим о суверенитете, мы на него должны работать. Суверенитет – это что? Прежде всего. Это экономическая база, которая обеспечивает существование этого государства. Ну, она туда все включает. Энергетику, транспорт, налоги, все, что хотите. Вот. Второе – это безопасность. Понятно, что такое государство, как мы, если какой-то глобальный конфликт, оно самостоятельно выжить не может. Вот. Но, тем не менее, у нее должны быть свои инструменты обеспечения безопасности, чтобы она была участником каких-то. У нас есть соответствующие договоры, кстати. Участником какой-то системы безопасности, имела соответствующий, вызовом современности соответствующие силовые структуры. Вот. Это же базовые вещи. Вот если мы этим базовым вещам не соответствуем, просто говорим о них, вот, а это же сразу в одночасье не сделаешь. Это же большая работа нужна. Ну и оппозиция должна критиковать власть. Власть должна, нравится, не нравится, поддерживать диалог с оппозицией. Вот я пока такой настрой на словах, во всяком случае, я слышу. Вот они, пока они, что называется, красные линии какие-то не пройдены, когда невозможен диалог, вот, нужно попытаться во что-то, в какую-то повестку его направить, в какое-то русло. Все-таки мы же не можем отвлечься от того, что в мире происходит. И в том числе в нашем регионе происходит. Вот, это же перспективно очень непростые, содержащие как и возможности, так и опасности события происходят в нашем регионе. Здесь должна быть управляемая ситуация. Здесь должна быть политическая элита, которая делает общую работу, по крайней мере, на вот этом участке, этом временном участке, чтобы можно было ориентироваться в окружающем нас мире. Вот это, мне кажется, базовая необходимость существует. Но в любом это случае, же не только как оппозиция, это и к власти. Это и к власти относится. Потому что, да, публично надо заявлять цели, какие перед нами стоят. Есть вещи, какие-то проблемы, которые можно публично озвучить. Например, мы же не можем что-то сразу выше головы своей прыгнуть. Какие-то этапы надо проходить. Потому что слишком много у нас времени упущено на не вполне созидательно. Вот это мы должны помнить. Но в реальности у нас обе стороны говорят о необходимости
в общем-то, чтобы эти политические все наши силы, они тесно взаимодействовали, входили в контакт, встречались и так далее. Сейчас, я как знаю, все-таки периодически какие-то встречи кулуарные есть, но это опять же кулуарные. Послушай, но кулуарные встречи уже о них тоже публично сказали. Да, публично сказали, да. Так что, насколько они кулуарные, я не знаю. Но в любом случае, вот как бы кулуарность меня всегда смущала, если честно говоря. Нет, ну, понимаешь, ты же не можешь в прямом эфире иногда обсуждать какие-то вопросы. Понятно. Если ты встретился, обсудил какие-то вещи, к какому-то пониманию пришел, ну, наверное, какие-то шаги надо согласовать. То есть это должна быть это параллельная дорожка должна быть. То есть с одной стороны идти какие-то кулуарные встречи, где легче без камер, без свидетелей о чем-то договариваться. Но с другой стороны нужна как бы то, что ты видишь и на экранах, да, когда ты видишь людей, которые с одной стороны там делают заявление о том, что эти как бы подрывают основы государства, с другой, и другая сторона уже вот тем же вечером как бы заявляет, показывает пальцем на тех, что вот эти негодяи, а так бы в стране давно коммунизм. Это слово они не говорили. Условно я говорю, да. То есть наступил бы коммунизм и идиллия полная. Но ты понимаешь, что здесь все-таки вот как бы вот этот пазл, который нормального политического диалога в обществе, он не складывается. Вот без этой, как бы, я не знаю, вот должна быть, вот у нас очень плохо, что вот в свое время тот же президент Аслан Бжани решил, что у нас, это в принципе и до него уже намечалось, да, когда в парламенте у нас должна быть вот такая как бы абсолютно безмолвная политическая такая среда, которую там дает о себе знать только в периоды больших кризисов. По-моему, если даже такие мысли были, из этого ничего не получилось. Да, ничего не получилось, но все равно вот этой политической культуры, когда бы парламент становился бы некой площадкой для каких-то политических дискуссий, он так и не сложился. Ну, может быть, это вообще проблема нашего общества последних лет. Ну, знаешь, какие-то вещи все-таки должны быть управляемы. Ну, знаешь, что происходит, на мой взгляд? Естественным путем уходит из активной политики подготовленная в советский период и вплоть до начала 90-х годов политическая элита. Вот. На мой взгляд, пока вот из того, что я вижу вот, политическую элиту нынешнего поколения, вот, они не сформировались таким образом, чтобы в такой хотя бы мере, как их предшественники, соответствовать вызовам сегодняшнего дня. Это и вообще вопрос к нашему обществу. Вот когда они идут голосовать, допустим, за депутата, какую они видят перед собой задачу? Что у них там ремонт дороги сделать. Это важно, конечно, но ведь это задачи муниципальных вообще депутатов. В этом проблема. А парламент он должен решать большие государственные проблемы. Но, к сожалению, все меньше и меньше людей в парламенте, людей, которые способны эти проблемы обсуждать даже. Ну, я очень сильно сомневаюсь, что эти выборы, которые у нас будут на следующий год, они кардинально исправят ситуацию. Вот, мне кажется, этим вопросом все-таки здесь понятно, что и власть будет делать ставку на каких-то людей, и оппозиция будет ставку делать на каких-то людей. Пусть они смотрят прежде всего, но это, конечно, бесполезный призыв. Вот. Но и хотелось бы, вот, чтобы они смотрели, вот человек, сможет он заниматься законотворческой деятельностью, в какой сфере он специалист. Ну, из этой вот мозаики, потом из специалистов разного профиля, разного темперамента, разных политических взглядов, потом складывается то, что мы в свое время называли «золотой парламент». Ну, а так, это опять же вопрос из области, насколько мы сами сможем управлять ситуацией в стране,
и подтверждать на деле то, о чем мы заявили и все время, каждый день заявляем, и в Конституции написано. Ну, это же все-таки требует каких-то шагов. Хотя бы базовых вещей требует. Ну, вот сейчас в начале марта пройдет гражданский форум, который уже несколько месяцев готовит Общественная палата. И по этой идее, согласно этой идее, там будут представлены все политические силы, все общественные организации и так далее. Вот такое, вот, может быть, какое-то консолидированное мнение, консолидированная повестка, может, в результате этого форума. Но это очень хорошо, что такие общественные форумы проводят. Надо сделать его репрезентативным максимально, ну, чтобы по его итогам был какой-то продукт произведен, от чего мы смогли бы оттолкнуться. Вообще было бы неплохо, я вот сейчас так подумал, ну вот пройдет это вот первый гражданский форум за многие годы вот того внутриполитического противостояния, которое у нас есть. Да? Он не привязан там ни к парламенту, ни к исполнительной власти. Да? Это вот такой форум, где так или иначе будут представлены все политические силы, то есть сама идея, она и те люди, которые несут эту идею, она заключается именно в том, чтобы именно вот по этой формуле и был, и прошел этот форум, то есть нету такого, как бы, пишу одно, а за форумом другое, а за этим фасадом как бы совершенно другое. Но он не хотелось бы, что это была разовая такая акция. То есть хотелось бы все-таки, чтобы такая форма общения внутриполитических сил гражданского общества, он периодически, то есть проходил. Такая форма общения, она периодически проходила бы. Ну, там раз в год не мешало бы сверить часы, да, где мы находимся, собственно говоря, или хотя бы собрать их всех в одном месте, да, и откровенно поговорить о тех проблемах, которые стоят перед государством, перед обществом. Ну, там повестка сформирована, на мой взгляд, правильно. Этого форума. Но я говорю о том, чтобы этот форум не стал одноразовой акцией. Это мы не знаем. Что да, нет, я просто как бы свои как бы надежды. Ну, я смотрю как на попытку движения в верном направлении на это. Вот. А во что оно преобразуется, или это будет, как ты говоришь, такое разовое декоративно-представительское мероприятие, которых у нас немало проходит. Вот. Это тоже не хочется, конечно. Вот. Пока то, что я вижу, вот эти пункты, они актуальны. Там, я думаю, актуальны для разных политических групп Абхазии. Вот. Дает шанс тем, кто хочет в чем-то договариваться. Конечно, нам нужно уйти, конечно, от противостояния. Вот. Но это не значит, что нужно уничтожить политическую конкуренцию. Политическая конкуренция должна быть. Но она вокруг должна строиться вещей, которые нас толкают вперед, наверное. Да. Позволяют следующий шаг сделать в каком-то укреплении нашей государственности. Вот это я, наверное, конечно, тривиальные вещи говорю, но дефицит этого всего ощущается. Вот сейчас буквально на прошлой неделе активно муссировалась тема, вот в российских медиа муссировалась тема открытия сквозного сообщения, железнодорожного сообщения через территорию Абхазии. И с другой стороны была реакция в Тбилиси о том, что у нас, собственно говоря, никаких договоренностей нет. Мы вообще об этом не говорили с Москвой, хотя там, допустим, российские медиа это преподносили как бы уже намекая с намеком о том, что вот есть какие-то определенные договоренности по этому поводу с Тбилиси. Вообще, как ты смотришь на эту ситуацию? Ну, вообще, это же наша с тобой любимая тема. Это наша любимая тема. Я не помню уже сколько, 7 лет мы говорим про транзит, 8, я не помню. Да, мы уже дольше говорим. Да. Ну, то есть, нет, в эфире меньше, да. В эфире, да. Меньше. Ну, вообще, публично довольно давно мы об этом говорим. Вот.
Ну, почему мы об этом говорим так давно? Ну, потому что мы же должны задумываться о том, как долгосрочную модель стабильности, безопасности построить и как мы в ней будем участвовать. Особенно это актуально стало после завершения Карабахского конфликта. Вот. Дело, наверное, сейчас ленивый не говорит, эти процессы медленно происходили, вот набирали обороты, а сейчас количество, что называется, по диалектике переходит в качество. То есть происходит изменение миропорядка. То же самое, меняется баланс сил в нашем регионе. Вот эти статус-кво, которые были привычны в течение последних 30 лет, они же на наших глазах ломаются. Вот мы видим, что на направлении армяно-азербайджанских отношений происходит. Это же вообще-то кажется, это невиданные вещи. Потому что там очень высокой остроты был этнополитический конфликт. Он даже сохраняется, но несмотря на ментальном даже уровне. Вот. Несмотря на это, там эти процессы идут. Вот. Это, конечно, вопросы ставят еще более острые перед Абхазией, перед Грузией. И, что называется, с прежней риторикой в этот мир новый, мне кажется, трудно войти. Вот, на какие-то решения... Оставаться в этом мире. Да, на какие-то решения, компромиссы надо идти. Потому что геополитика, она строится вокруг коммуникаций. Вот. Вот сейчас я слышал, грузинские эксперты, представители власти говорили, что вот мы будем встраиваться в Зангезурский коридор. Такой вариант, конечно, возможен. Вот. Но, с другой стороны, это будет означать, что в долгосрочной перспективе Армения и Грузия, они переходят под протекторат Турции. Вот. Альтернативные пути, они дают возможность расширить поле для маневра и занять более-менее свободную позицию. Сбалансированную, да. Поэтому много, конечно, мифологии, много обид и так далее, но, мне кажется, думающая часть общества, политические элиты, они должны все-таки посмотреть долгосрочные перспективы. Как развивается не только геополитика, как развивается демография, допустим. Вот в том же Карабахе как развивалась демография? Или как соотношение численности населения Армении и Азербайджана менялось? Или как экономический потенциал, соотношение экономических потенциалов Армении и Азербайджана менялись? Это же постепенно шел накопительный эффект, который вылился вот в эти результаты. Вот. Не в самом блестящем положении не только мы, конечно, мы совсем такие очень в этом смысле слабые, но и Армения, и Грузия, там идет убыль населения. Вот. Если Армения мононациональная страна, Грузия полиэтническая страна, полирелигиозная страна. Ей, в этих способностях, кстати, грузинским элитам не откажешь. Ей сам Бог велел лавировать для максимальной защиты своих интересов. Там пытаются навесить клише, что они про такие-то, про такие-то. Мне кажется, что это вообще плохо объясняет ситуацию, какая в Грузии происходит. Нужен прагматичный подход. Вот. Что касается нас, мне кажется, главный эффект, если эти коммуникации разблокировались бы, которые мы получили, мы бы участвовали в международном проекте, который создавал бы условия безопасности. Это вообще наш базовый интерес. Потому что где осуществляются такие крупные проекты, там вероятность возникновения вооруженного конфликта меньше. Вот. Это первое. Из этого, конечно, могут проистекать всякие экономические выгоды.
Ну, сейчас говорят, инструментарий, ну, что вот как мы, они нас не признают, а мы целостность не признают. Ну, у нас же различные, кардинально отличные позиции. Вот. Ну, если бы у нас не было опыта, у нас же есть опыт до 2008 года. Мы же себя считали независимым государством тоже до 2008 года, правильно? Вот, наша независимость, она существовала до признания России. Вот. А целостность Грузии мы тоже не признавали тогда. А они не признавали нашу государственность. Тем не менее, документы подписывали. Тем не менее, существовала площадка переговорная, где мы были в качестве сторон в конфликте и могли подписывать документы в тех областях, которые нам были важны, представляли взаимный интерес. Это не только сфера безопасности, кстати, была, ну и гуманитарные вопросы, экономические вопросы, меры доверия, разные вопросы обсуждались. То есть, если бы такая площадка была бы, у нас была бы, что называется, такой буфер, через который можно было бы договариваться и по транзиту, и по, не знаю, разным вопросам населения там, Гальского района, и вот все прочие эти вопросы можно было бы там обсуждать. Вот. Просто обмен устаревшими, на мой взгляд, заявлениями на эту тематику, но он просто затягивает время и может поставить перед нами такие новые какие-то вызовы, к которым мы сейчас совершенно не готовы. Мы должны участвовать, что называется, вот на этом маленьком участке в формировании своего будущего. Вот в этом, наверное, наша субъектность должна проявляться. Да. С другой стороны, вот в контексте той активности в российских медиа по поводу желания России открыть, возобновить железнодорожное сквозное сообщение, не кажется ли это, собственно, неким мостиком к тому, это информация к размышлению и другим сильным игрокам, прежде всего американцам, о том, что, собственно говоря, вот этот Зангезурский коридор, который есть, если говорить о его, в общем, стабильной работе, о стабильности в самом регионе и так далее, нужно, собственно говоря, учитывать тот же российский интерес, и российский интерес это, опять же, иметь доступ по коммуникации с той же Арменией, через территорию Абхазии, Грузии, в ту же Армению, Иран и так далее. Так балансирующая такая вещь, которую Россия, собственно говоря, предлагает, прежде всего, наверное, американцам. Я думаю, без американцев здесь вообще не обойдется, конечно. Вот, потому что это решение этого вопроса за пределами нашего региона находится. Есть региональные крупные игроки, Россия, Турция, Иран. Вот. Есть внешние игроки, Евросоюз, Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки особенно сейчас активны. Вот. Евросоюз как-то его позиции ослабевают в регионе. Вот. Но это порождено внутренними проблемами, осознанием каких-то других реалий. Это в Евросоюзе тоже кризис с этим это связано, я думаю. Вот. Если все коммуникации бы работали, вообще как Закавказье или Южный Кавказ работало бы как такой коммуникационный коридор, это, мне кажется, способствовало бы примирению интересов разных игроков. Потому что сегодня у тебя преимущество, завтра у твоего конкурента могут быть преимущества. И когда ситуация меняется, это чревато вооруженными конфликтами. Вот. А если создаются базовые условия, когда учтены интересы, и сформирован новый баланс, что называется, в регионе, тогда можно говорить, что на длительную перспективу здесь будет мир, стабильность, экономическое развитие, интерес для инвесторов, вот это все вместе. В противном случае, чисто геополитика, она же должна приносить какие-то дивиденды. Она должна быть выгодна с разных сторон, и с технологической, и с экономической, и с политической, с разных сторон. Вот мне кажется, если чуть шире взглянуть, то здесь не должна
Ну, вот сейчас это, наверное, странно звучит, что не должна речь идти о разделе сфер влияния. Вот. Мне кажется, должна речь идти о формуле взаимодействия, бесконфликтного сотрудничества. Вот этим надо, мне кажется, над этим задуматься. И нам какие-то идеи можно предлагать тоже в этой связи. В этой связи, вот ты говоришь, нам какие-то идеи предлагать, да. Но это не я, не ты должны предлагать, наверное, идеи. Эти идеи, наверное, должны как-то аккумулироваться и сходить. Нам с тобой кто запрещает? Нет, это понятно. Я говорю, нет, эти идеи должны как-то аккумулироваться властью, где-то что-то предлагаться на каком-то совершенно другом уровне. Это не в студии там газеты «Чегемская правда» должно происходить. Все-таки, мне кажется, когда такие вещи, информационные поводы возникают, наверное, наши власти тоже должны уметь реагировать на них, иметь уже свое мнение или свои взгляды по этому поводу, или даже, может быть, некое видение, как все это может быть. Когда вообще полное молчание, оно в любом случае оно крайне плохо воспринимается в самом абхазском обществе. Это всегда, когда власть отмалчивается, всегда кажется, что некий заговор какой-то очередной происходит. И в этой связи я даже вот сейчас недавно оппозиция там собиралась, и где-то даже это прозвучало о том, что вот почему про железнодорожное сообщение, по проекту этого железнодорожного сообщения наши власти еще ничего не сказали. То есть в любом случае, даже если это будет очевидный хороший проект, если отмалчиваться, всегда можно этот проект, в общем-то, этому проекту приделать какие-то другие ножки, да, и которые будут абсолютно не те ножки, которые хотелось бы видеть, да. Ну, честно говоря, я просто не сконцентрировался, вот железная дорога и так далее. Речь должна идти вообще принципиально о том, как мы участвуем в коммуникационных проектах, в принципе. Вот. Чтобы наша позиция была, так сказать, ее можно было встроить в интересы разных участников. Это же все-таки вопрос компромисса. Вот. Мы должны выработать такой компромисс, который не ущемляет наши интересы, а наоборот их продвигает. И в то же время, который приемлем для участников. Это вот сейчас просто очередная волна шума вокруг этой темы. Может, она опять осядет и ничего не будет. Ну, возможно, идет некая апробация. Да, я думаю, что нужно просто эту волну использовать, интереса к тематике, для того, чтобы продвигать то, о чем ты говоришь. Конечно, публичная позиция властей, она должна быть. Ну, разных даже ветвей власти. Может быть, депутаты что-то скажут, исполнительная власть, естественно. Вот. Может, какую-то организовать дискуссию на эту тему с участием экспертов, представителей власти. Можно с участием прессы провести, конечно. Ну, это, во-первых, интересно было бы, да, чтобы, во-первых, это важная тема. То мы замкнулись на последние, на 2-3 темах, и вот как будто уже становится скучно, да? Нет, не скучно. Мне кажется, такое ощущение, будто в мире, вот, кроме этого, и тем более для Абхазии ничего важного не происходит. Вот как будто вокруг всего это вращается. Это надо стимулировать. Конечно, инициатива должна прежде всего от исполнительной власти исходить, потому что она все-таки будет, прежде всего, она будет принимать те или иные решения. А здесь нельзя сказать, что прям общество в восторге будет, или оно прям прекрасно понимает, что будет происходить. Нужно обозначить своему обществу свою позицию, к чему ты будешь вести. Вот что ты не просто, как это, без корабля, без руля ветрил,
А что у тебя есть какие-то идеи по управлению этим процессом? По крайней мере, Какому-то порту все-таки ты должен да, примкнуть. на в нашей небольшой зоне ответственности. Вот это надо обязательно, думаю, делать. Ну, в общем-то, я буду закругляться в нашей небольшой зоне ответственности со Стамуром. И я надеюсь... С нас взятки гладкие. Да, с нас взятки гладкие. Они, собственно говоря, вот здесь их полномочия заканчиваются рамками нашего эфира. Но, тем не менее, мне хочется, наверное, чтобы такая зона ответственности, каждый на своем месте имел свои как бы очерченные зоны, и эти очерченные зоны он наполнял определенным содержанием. На этом я прощаюсь с вами. Астамур, спасибо большое. До свидания. До новых встреч.